родовое селение Коста-Хитагурова приехали сотни людей. Сегодня республика отмечает 155 лет со дня рождения великого поэта. Здесь, в Наре, развернулись настоящие массовые гуляния. Непривычная для осени хорошая погода особенно украсила праздник. В праздновании юбилея Коста принял участие глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Первым делом он отправился в Горную Саклю. Именно здесь почти 100 лет назад жил и творил народный поэт. Дом Коста-Хитагурова уже много лет существует как музей. Здесь все сохранили в первозданном виде. Кругом картины, которые писал Коста, и стол, где из-под его пера рождались шедевры остинской драматургии. Тут же первые издания книг и оригиналы фотографий. Эти экспонаты возвращают посетителя музея в эпоху поэта. Сегодня мы с моим старшим товарищем Леонидом Харитоновичем будем вместе с людьми снова и снова полоскаться в этом чистом роднике, который называется неиссякаемый родник творчества Коста. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое. В Осетии вряд ли найдется человек, который не знает этих строк. Коста-Хитагуров всю жизнь посвятил служению народу. И спустя 155 лет благодарные потомки не забывают о поэте. Сегодня для них в селении Нар организовали праздничный концерт. Живописный Нар, родина поэта, во все времена вдохновлял молодых художников. Сегодня сюда приехали студенты Владикавказского художественного училища, чтобы перенести на холсты горные пейзажи. На своем рисунке я хочу сохранить праздник, малую родину Коста, горы, простор, что люди приезжают и почтят этот праздник. В праздновании дня рождения Коста приняли участие многочисленные творческие коллективы Осетии, представители 5 северокавказских республик, гости из Абхазии и даже Ирана. Среди почетных гостей народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Отголоски праздника эхо разносило по всему ущелью. Все дышало осетинской культурой. Елена Черенкова, Тинатин Музашвили, Ацамаз Кочев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.